На полчаса ранее запланированного времени вертолет ВВС Абхазии доставил участников экспедиции в Сухумский международный аэропорт. Уставшие, практически обессиленные, но бесспорно счастливые. Пилотам абхазской авиации большое ура! Мы довольны, это наша первая экспедиция. Вот. Но эмоции переполняют, честно говоря. Эти места я очень хорошо знаю, и впервые я их увидел вот в таком виде. 4 метра снега. Вот. Ну, в общем, было здорово. Теплые объятия, поздравления с завершением части первого этапа и слова благодарности за проделанную работу. Встречают нас, вот целуемся, обнимаемся. Какие вы молодцы. 6 дней в горах, Аутхарская поляна, озеро Мзы, хребет Ацетук поражали своей красотой участников экспедиции. За это время проведены гидрологические и метеорологические исследования, изучен снежный покров, собрана важнейшая информация о климатических особенностях этой части Горной Абхазии. Тут очень важный момент, который мы должны для себя все понять. Если мы хотим что-то предлагать миру, мы должны сами стать экспертами в этой области. И во многом вот эта поездка, первая наша поездка, она была таким тестом, да, то есть мы смотрели, анализировали, изучали ситуацию. Вот с чем столкнется турист, который поднимется в горы? Какие его опасности, какие сложности его могут ожидать? Мы должны создавать свои команды, экспертные команды именно в Абхазии, которые смогут дальше продвигать эти направления. Это касается и Горной Абхазии, это касается и спелеологии, это всех направлений, которые мы хотим развивать. В этих красивейших местах участников экспедиции ждало немало сюрпризов. Одна из них – температура воздуха. Днем до +5, а ближе к вечеру и ночи до -14 градусов. Высота снежного покрова побила все предполагаемые размеры. Видите, как я одет по-зимнему, да, даже вот в таких условиях. Вот когда нет ветра, тогда хорошо, но вот сегодня, например, солнышко пригрело, там в горах, 2 дня была хорошая погода, так красиво, очень прекрасно. Даже я не могу вам описать, как это здорово. Абсентула дара и бзиов дара и пшзов. Я кто адыру, он чай хайтат. Метеоролог Артур Бабенко о горах знает практически все и даже чуть больше. Когда в 100 метрах от палатки, в которой ночевала группа, прошла лавина, успел не только испугаться, но и провести все необходимые исследования и замеры. Все эти дни, 5-6 дней пребывания в горах, то есть измеряли погоду, влажность, направление ветра, копали полностью шурф на поляне от самого основания пухлого снега и до земли, да, причем изучали эти шурфы, вот также делали небольшую снегосъемку, описывали район, то есть вообще как бы снегосъемки в Абхазии, вот изучение вообще снежного покрова здесь вот не проводились даже в советское время, поэтому это такие, вот, скажем, первые исследования, такой вот каландай, который будет продолжаться на рубеже всех экспедиций. Лавина, ветер, мороз, затем весеннее солнце. Одним словом, погода лишь отчасти помогала участникам экспедиции. Но если к этому они и были готовы, то к визиту хищных горностаев никак. Небольшая стая этих зверьков не только сумела пробраться в балаган, но и унести провизию, часть которой ребята позже все-таки нашли. Там у нас были залежи мяса, продуктов. Позабирал мясо, и ребята буквально шли по следам его, находили эти куски, вытащил вообще все, что у нас там было. Но кое-что отбили. Все эти красоты могли так и остаться малоизученными и малодоступными, если бы не поддержка проекта «Горная Абхазия. Времена года» компании «Аквафон». Первый оператор мобильной связи Абхазии продолжает добрую традицию и поддерживает самые яркие, интересные и важные проекты для страны. Сейчас это приобрело абсолютно другой масштаб. И это огромная перспектива для Абхазии. На самом деле вот поднять вот этот пласт для туризма, как зимний туризм. И они делают невероятную работу, колоссальный труд вкладывая для того, чтобы дать толчок этому направлению. И компания «Аквафон» в этом, конечно же, вот подставила свое плечо. И мы хотим, чтобы это развивалось. Горная Абхазия «Времена года» вновь расскажет миру о неповторимой красоте высокогорной Абхазии, удивительном мире, нетронутой цивилизацией и потрясающим своей чистотой и благородством. Горные ландшафты, лиственные и хвойные леса, луга, кристальные стоки рек, первозданные водопады и озера. Красота, которая есть рядом с нами. И мы должны об этом знать. Нис Фаршба, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение.